сложно думать абстрактно, если честно. То есть я сразу же смотрю на своего младшего сына, ему сейчас 2 года. Ну и с учетом тенденции, да, увеличения продолжительности жизни, у меня есть ощущение, что мой ребенок через 100 лет еще будет жить. Да? Поэтому я думаю, что он сделает и что будет в будущем с ним, вот с конкретным, с этим маленьким пока что человеком. Я думаю, что к этому времени, да, через 100 лет в мире вообще произойдут, то есть вот такие биполярные какие-то вещи, то есть будут люди, которые будут желать жить в экопоселениях, в таких вот в очень приближенных к природе условиях, да, и параллельно будет сообщество людей, которые будут хотеть жить максимально урбанизированно в больших-больших городах. И мне кажется, что мой сын, ну, я на это очень надеюсь, что он выберет все-таки первый путь, да, будет жить в экопоселении. Возможно, такие экопоселения возникнут именно на территории нашей республики. У нас она наиболее, да, зеленая, здесь большее количество площадей, пока еще не затронутых человеком. И мне кажется, что вот будущее поколение, мои сыновья, они сделают так, что все-таки мы придем к тому, что экономика станет цикличной, да, мы уйдем от вот этого, от ресурсной иглы, грубо говоря, да, и поэтому все-таки республику перестанут уже вот так вот перекапывать и все из нее добывать, и сделают ее наши ребята, наши дети сделают ее уже вот таким вот большой площадкой для заселения новых людей, которые хотят жить в экологически чистых условиях. Вот, то есть я хочу, чтобы он думал о том, чтобы жить вот в таких хороших, в интересных условиях для развития. И вот эта биполярность, возможно, она еще будет проявляться в том, что будут 2 сообщества людей, у которых у первого сообщества совсем не будет детей. То есть они не будут хотеть своего продолжения, да, но это связано, скорее всего, сейчас вот с этой историей про различные гендеры, да, сейчас все об этом больше и больше говорят, и, конечно, далее это будет только умножаться там, да, на много-много раз. Вот. Это будут люди, которые не будут хотеть иметь детей, и будет сообщество людей, у которых будет много-много ребятишек, которые, конечно, скорее всего, будут жить, опять же, в тех же самых поселениях. То есть у меня почему-то абсолютно полярное представление, да, о будущем. Вот. Поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы у моих детей, вот, чтобы они вот этот путь выбирали, да, и шли по пути дальнейшего размножения и увеличения как бы своей численности, да, чтобы у меня были правнуки, которые получили, ну, вот, частичку моих предков. И мне кажется, что у него не будет, у моего сына через 100 лет какого-то большого конкретного образования, да, вот как у нас сейчас, там, 1-е высшее, 2-е высшее и так дальше. Вообще, в целом, вся система образования перестроится настолько, что вот такое вот многоступенчатое образование будут получать только люди, желающие пойти в науку, то есть стать учеными и что-то изучать конкретно, а остальная масса людей, да, они будут учиться такими вот мелкими, вот как сейчас, очень много курсов, повышения квалификации, да, переподготовки и так далее. То есть это будут какие-то вот такие вот базовые вещи, да, которые им будут даваться, и вот этих вот систем образования будет очень-очень-очень много. То есть в будущем, возможно, я так думаю, что тенденции ведут именно к этому, что человек будет получать не профессию, а человек просто будет учиться в течение всей своей жизни тому, что ему хочется больше всего. И, может быть, вообще даже в будущем это будет занимать очень короткий промежуток времени, то есть будет как-то прокачиваться мозг, да, там, с помощью каких-то технологий.
я сейчас даже вижу уже некую перестройку госвласти, да, и муниципальной власти в том числе. То есть мы сейчас понимаем, что некоторые проблемы можно решить уже через соцсети. Да, то есть разместить, кого-то обозначить, и эта проблема будет решаться гораздо большим, быстрым путем, чем если бы это было в официальном плане. И у людей сейчас наконец-то возникает очень закономерная конкретная мысль, что они сами конкретно могут что-то изменять без обращения в органы власти. Вот, есть такая история. И пока наши органы власти пока еще держатся за свой оплот, да, то есть как за такую вот систему государственности, да, в это время уже в обществе происходят абсолютно революционные на самом деле вещи. И мне кажется, что вот той структуры госвласти, муниципальной власти, которая есть сейчас, в будущем ее не будет. Будут сообщества, да, опять же, по примеру тех же самых экопоселений, будут сообщества, которые будут локальные, границы, в принципе, мировые будут стерты, поэтому в этих сообществах будут проживать люди абсолютно разных национальностей, рас, и управление там будет вот по типу такого вот схода, по типу, то есть вот, возможно, даже будет возврат вот к прошлому, да, то есть к тому, как ранее происходило управление территориями, вот, до феодального периода. И будет возврат, и будут вот такие вот сообщества уже без конкретных органов власти, которые будут диктовать те или иные условия людям. Сейчас огромный запрос на свободу самовыражения, на свободу выражения вообще того, как должна развиваться та или иная территория. И в конце концов этот запрос на огромную свободу, он найдет свой выход. То есть люди сейчас уже сами, ни на кого не надеясь, начинают что-то делать, да, конкретное на своей конкретной территории. Вот, и в будущем это будет только вот увеличиваться. То есть они уже будут принимать решения сами, самостоятельно, с ходом и ни на кого не надеясь. Может быть, это будет даже более интересная и правильная структура. Не знаю. Мне кажется, мирового президента не будет. Вообще, да, в природе человека в подростковом периоде, в пубертате, да, это вот по законам психологии возрастной, обязательно должен быть свой значимый взрослый. И в то время как у нас, ну, все-таки, да, мы можем об этом говорить, значимым взрослым был чаще всего не родитель, да, а вот какой-то кумир, опять же, да, какая-то звезда, на которого мы равнялись, постеры которого вешали у себя на стенах, да, такая же история останется. То есть вот эти вот кумиры, они у молодых людей будут всегда, просто потому что это заложено в нашей психологии человека, что молодым людям нужно я имею в виду подростковый период, да, и плюс еще очень много общения, причем общения за пределами своей семьи для того, чтобы развиваться, да. И обязательно должен быть значимый взрослый, один или их может быть несколько, которые мы вот возводим в ранг кумиров, может быть каких-то наставников, может быть каких-то вот сейчас менторы, коучи и так далее, и так далее. Вот эта история, она будет оставаться, но, вероятно, уйдет история вот этого успешного успеха. То есть тогда, когда мы воспитывались, да, вот в этой парадигме, да, что мы смотрим на того, кто максимально успешен, да, пытаемся ему соответствовать, там, пародировать как-то и так далее, в будущем этой истории не будет. В будущем будут ребята ставить себе в кумирах тех, кто нестандартен, в принципе, как происходит сейчас, кто нестандартен, кто более свободен, кто не желает быть
то есть в массе, да, в большой серой. Вот эта вот история, которая сейчас максимально зародилась, она будет продолжаться. И кумиры, они, конечно, останутся. Но мне кажется, что все же будет ряд вот тех людей, которые уже оставили большой след, да, в истории, на которых молодые люди будут ссылаться, смотреть и их изучать. То есть там мне почему-то в голову сразу приходит Виктор Цой, например, да, то есть человек, который максимально талантлив, был свободен, не был там шибко богат, да, и невероятно успешен, но при этом оставил, например, в творчестве, да, огромный след, который вот до сих пор и еще лет 100 на это будут опираться. Вот, то есть вот такого рода кумиры, они останутся и будут появляться новыми. Вы говорили, что людям, ну, молодежи очень нужно общение. Но это общение, оно же сейчас переходит в другую плоскость, в такое виртуальное. Я очень надеюсь, что все-таки в будущем люди устанут от виртуала. И у меня вообще ощущение, что они уже начинают уставать и начинают хотеть вернуться в реальный мир, да, в реальное общение. Поэтому, вероятно, вообще законодательно это скоро будут дозировать, потому что даже уже психологи говорят о том, что виртуальный мир на психологию человека начинает влиять несколько не вполне позитивно, да, если его границы, да, не очертить более конкретно. Вот, поэтому мне кажется, что, опять же, биполярно, да, будут люди, которые постоянно будут ходить в такой вот, может быть, вот как в мультике Валли, да, там были люди, у которых был экран постоянный, только так они общались, да, и вот будет такое сообщество, которое будет желать постоянного 24/7 виртуального общения, и параллельно будет сообщество, которое максимально от этого откажется и будет хотеть общаться вживую и разговаривать вживую. Потому что даже если законодательно будут ограничивать, да, то, конечно, у людей будет некий бунт, им будет хотеться говорить больше и больше, общаться больше и так далее. Но все-таки живое общение, оно точно останется через 100 лет. Именно не только как даже средство коммуникации, но и в первую очередь как средство принятия решений. Даже несмотря на то, что у нас сейчас максимальная цифровизация вообще везде и во всех сферах, в том числе в сфере даже госуправления. То есть нам предлагают принимать решения через, да, некие там цифровые вещи. Вот. Но в будущем все же у меня есть ощущение, что запрос на живое общение, на живое принятие решений, но будет оставаться 100%. Потому что человек, он человек социальный, и в постоянном виртуале время проводить просто нереально. На самом деле 100 лет это не такой большой срок. Да, это, по сути, жизнь, ну, 2 поколений. Да? И вот эти вот 100 лет будут проживать люди, которых мы сейчас воспитываем. И то, что мы сейчас в них вкладываем, то они будут делать, взращивать, показывать, да, создавать вот эти вот 100 лет, вот этот 100-летний промежуток. Поэтому это будут люди уже более свободные в своем выборе, свободные в своих самовыражениях. И будет биполярность нашего мира. Будут люди, которые будут хотеть быть максимально в природе, жить свободно, рожать много детей, свободно общаться, заниматься каким-то очень таким архаичным, может быть, даже творчеством, да? И параллельно будут люди, которые не захотят размножаться, возможно, да? Будут жить в больших мегаполисах и максимально постоянно общаться виртуально. Вот. Через 100 лет будет примерно так, и я бы хотела, чтобы мои дети выбрали все-таки первый путь.